поудобнее. Пусть это будет сказка про колбаску. Жила-была одна колбаска. Колбаску звали Колобок. Она везде гулять ходила без опаски. И съесть ее никто не мог. А у колбаски была одна подружка. Нет, такая маленькая, серенькая. Мышка-нарушка, точно. Ну, в общем, колбаска везде гулять ходила, а мышка репку посадила. Из репки выросла яичко. Тут дед хотел его разбить, а бабка назад в землю посадить. А мышка, а колбаска... Нет, не получилась сказка. Наверное, чтобы писательницей стать, сначала нужно много-много книжек прочитать. Странно, где же взять эти книжки? Может быть, у кого-нибудь спросить? Я точно знаю, в лесу есть много зверей, которые мне подскажут. Пойду-ка я прогуляюсь. Пойдете со мной? Да! Ну тогда сейчас первого встречного-то точно узнаем его. Узнаем? Да! Слышите? Скачет кто-то! Here we go. От кого? От кого? Ай, да ну его, этого волка! Ты вот знаешь, зайка, мы тут с ребятами решили сесть, я им решила сказку рассказать. Да видно, что сказку рассказать сначала нужно много книжек прочитать. Зайка, ты не знаешь, где взять эти книжки? Да погоди ты, Маша, спрашивать. Знаю я, где взять книжки. Могу дать один совет. Какой? Давай. Да погоди ты брать советы. Ты вот книжки читаешь? Да. Ну хотя бы для самых маленьких. Репка или Колобок? Нет. А ты знаешь, Маша, что в сказках герои бывают злые и добрые? Нет. А вы, ребята, знаете? Да! Ну, хорошо. Ребята, а вы мне будете помогать? Да! Подскажете? Да! Давайте вот в такую игру поиграем. Я вам буду называть героя. Если герой добрый, вы 3 раза хлопаете в ладоши. А если герой злой, то вы 3 раза топаете ножкой. Ну все, молодцы, готовы? Да! Молодцы. Карлсон. Бабайка. Солнышко. Буратино. Карабас-барабас. Так, Снежная королева. Ты, Маша, ребят. Так, молодцы. Кощей Бессмертный. Ой, ну молодцы. Вот видишь, как они героев хорошо знают. Ну вот, мы тебе с ребятами помогли. Давай свой совет. Да подожди ты, Маша, со своими советами. Давайте лучше потанцуем. Ребята, вы любите танцевать? Да! Молодцы. А давайте встанем все возле своих мест. Сейчас мы вам с Машей будем показывать движения, о которых говорится в этой песне. А вы за нами будете повторять. Хорошо? Да! Молодцы. Так, ребята.
страшные звери, медведи и волки. И только дружные ребята могут пройти через лес. А вот проверю-ка я вас сейчас на дружность. Проверю? Да. Итак, сейчас все встаем со своих мест. Я читаю вам стихотворение, показываю движение. Вы за мной быстро повторяете. Но когда я говорю девочки, девочки хором кричат девочки. Давайте попробуем. Все мальчики молчат, а девочки кричат девочки. Кричат! А когда я скажу слово мальчики, мальчики кричат слово мальчики. Итак, мальчики! Замечательно! Замечательно. Итак, готовы? Да. Повторяем все движения за мной. Два притопа, ежики, ежики, наковали, ножницы, ножницы, бег на месте, шарики, шарики. Ну-ка дружно, ну-ка вместе, девочки!
узнала. Опачки, а ты чего одна и без медведя? Мишка, я не знаю, где Мишка. Я вот тут вообще пришла к ребятам рассказать сказку. Чтобы сказку рассказать, до писательницей стать, сначала нужно много книжек прочитать. А я не знаю, где взять эти книжки. Хоть ты мне, Волк, подскажи, где их берут все? Ах ты хитренькая какая, так сразу тебе совет и дать. А вот выполните мои задания. Сейчас я буду называть героев, а вы должны сказать мне, из какой они сказки. Договорились? Ребята, вы поможете мне? Да. А то мы так не найдем эти книги. Ну, отгадайте, может, и подскажу, куда вам идти нужно. Итак, первое. Назовите сказку. Серый волк, бабушка, дровосеки, внучка. Молодцы. Лук, помидор, вишенки, лимон, груша. Печенье Чиполлино. Молодцы. Ну, молодцы, какие догадливые. Девочка, страшила, дровосек, трусливый лев. Изумрудного города, правильно. Маленькая девочка, мышка, жаба, крот, жук. Какая сказка? Вовочка, ну ты посмотри, какие догадливые. Но я так просто вам дорожку-то не скажу. А вот давайте поиграйте со мной в веселую игру. Ой, я очень люблю. Вот очень я в шарики люблю играть. Так, сейчас, подождите, мы с Машей будем запускать шарики, а вы их должны друг другу передавать. Каждый должен прикоснуться к шарику, в ручках не держит. Не дай глаза. Ну, в общем, Маша, слушай. Бежишь за зайцем туда,